Ну и снова здравствуйте! Сегодня 29 августа, и я наконец-то опять на реке. Вы, наверное, меня спросите в комментариях, где я был эту неделю. Болело у меня очень сильно ухо. И я понял одно: наша медицина бессильная. Не то что бессильна, она просто ничего не хочет. Понял одно правило, в принципе я его и знал, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Все началось с банальной серной пробки, которую просто надо было промыть, и все. Но ни терапевт, ни дежурный врач, никто не взялся за эту процедуру. Сказали, что это сложная операция — промыть ухо. А лора у нас нет в ЦРБ. Отправили меня в Ухту. Ну и что? Съездил я в Ухту, потратил время, потратил деньги. Там меня тоже отфутболили, сказали, что ты кто такой, иди до свидания. В Троицко-Печорском мы никого не лечим. Короче, плюнул я на все. Они сказали, езжай туда, езжай сюда. Плюнула на все. Сам промыл, как получилось, эту пробку в бане с 20-граммового шприца. Купил Антипакс. Сначала ушные свечи, потом, не помню, как-то на С, чтобы сера типа жидкая стала. То закапал, промыл уши. Теперь закапываю 4-й день уже Антипакс. Ну, короче, потихоньку острая боль прошла. А так, вот эта мучительная неделя была, конечно, бессонные ночи. Куча обезболивающих таблеток. Ну, естественно, ничего не мог делать. Сегодня я опять на реке. Опять живой, опять на ногах. И сегодня в моих планах наконец-то поставить вот продольники на налима. Взял продольнички. У меня вот есть несколько ёршиков. Ловлю я их на удочку. Несколько ёршиков у меня там в ловушке. Правда, температура всего +6, уже осенняя погода. Думаю, налим в принципе должен взять, потому что вода холодная, вода большая. Осень практически у нас. Есть надежда. Так что, несмотря на северный ветер, холодную погоду, оделся хорошо. И выезжаем ставить продольников. Продольники. А вечерком, когда будет темнеть, сяду в кустах в надежде пострелить удочку, добыть уточку. Охота у нас на уток открыта с 24 августа. А я еще, как говорится, пороха не нюхал в этом сезоне. Так что вот такие вот сегодня планы на вечер. Ну а что получится, мы сейчас это все увидим. Все, поехали. Сейчас, друзья, коротко расскажу принцип продольников. Они немного отличаются от тех, которые я ставил весной. То есть здесь крючок у нас покрупнее немного. Одинарные крюки вот такие вот. Одинарные крючки. Не сильно крупные, потому что потом, когда я найду озерного гальяна или крупного речного гальяна, я попробую на них поставить. Ну а пока поставим на ерши и глянем, что получится. Вот, а так все будет все так же, как весной. Тот же груз, на веревке бутылка и ёршики. Короче, сейчас я буду ставить. Ну что, поехали. Так, перемешку чисто ради пробы поставлю. Вот есть несколько мелких крючков. Попробую поставить на червя. Глянем, что как будет идти. Если ёрш по холодной воде малька нету, если ёрш не будет сильно долбить и будет попадаться нормальная рыба, то бишь хариус или язь, будем ставить на червей. А так, вон крупный крючок. Тут у меня типа между узлами сделал вот такую пластинку, чтобы она крутилась, не закручивала. Вот берем ёршик, ёрши, правда, крупные. И вот так вот, не задевая позвоночника, вот так вот под щетину, в мякоть. Так он, ёрш, будет жить долго
и счастлива, пока его не найдет налим. Все, ловись, рыбка, малая велика. Идем дальше. Короче, принцип понятен. Все по тому же сценарию. Берем ерша под щетину, не задевая позвоночника. Раз. Все, готово. Ёршик пошел. Второй. Ловись, рыбка, малая велика. Пошел следующий. И так вот насаживаем все крючки. Третий. И опять маленький крючок. Сюда мы тоже нацепим червячка. Короче, первый и последний крючок у меня получился червячок. Остальные 8 штук у меня насажено на ершей. Всего 10 крючков. Все. А тут все обычно. У меня весенняя бутылка. Пропускаем через петлю. Так, пропустили. И привязываем к основному грузу на обыкновенный одинарный узел. Никуда он не денется, потому что узел на конце веревки есть. Все, глубину я выбрал не так далеко от берега, не так здесь глубоко, 2 метра глубины. Дно песчано каменистые, мелкие камни, но в основном песок. Я так думаю, налим здесь должен быть. И я так думаю, в надежде на налима, Господи благословен. Брут. Все, вот запас у меня еще чуть больше метра, если вода поднимется, чтобы не потерять. Ловись, рыбка, малая велика. Вот по такому принципу, друзья. Вот по такому принципу я поставлю остальные 3 продольника в разных местах. Не так, как весной, по одной линии, это потому что язь идет вдоль берега, а налима надо искать. Один поставим здесь, второй в другом месте, третий в третьем, четвертый в четвертом. Короче, будем искать налима, и где он будет попадать, туда и сделаем концентрацию продольников. Как-то вот так. Ну, остальные продольники показывать смысла нет. Встречаемся в кустах, когда будем караулить утку. До встречи в кустах. Так, друзья, поставил 3 продольника. 4-й вот не смог поставить, потому что
Потому что я не нашел ловушку с живцами. Вода прибыла и, скорее всего, ее унесло или течением. Короче, надо ждать спада воды. Потом возьму кошку и поищу. Не ту кошку, которую вы подумали. Это такой железный крюк с грузом на веревке. С помощью нее попробую найти. Ну а пока вот на берегу здесь такая заводюшка. И попробую пройти вдоль кустов. Может быть, что-нибудь взлетит. В смысле утки. А нет, так выберу там местечко и до темноты посижу. Может, что-нибудь налетит, и я попробую добыть утку. Так что, если что-то будет видно, я попробую это заснять. Все, пошли. Так, верхний ствол пятерочка СКМ, нижний ствол Азот четверка, ружье ИЖ-27. Пошли. Пошли. Так, все заросло кустами. Ну ничего страшного. Попробуем через кустики пробиться. Как не вовремя. Звонила супруга. Переживает, что да как. Только лежал напрочь весь больной. Это какие-то звуки. Это, скорее всего. А теперь уже, говорит, пошел куда. Ладно, болтать пока не будем. Попробуем с подхода. Может, что-нибудь да взлетит. Вот за этими кустами уже вода. Так, здесь никого. Вот там вот. Это остров. Там протекает Печора. Там тоже. Здесь остров, вокруг кусты. И вполне возможно здесь будут садиться утки. Давно я уже не приходил сюда, давным-давно. Лет, наверное, 15 точно на этом острове уже не было осенью. Весной-то сидим, бывало, а осенью не приходил. Так, а тут, наверное, я не смогу пройти. Тут протока. Блин, придется на лодке. Тут вода. Ай, не сможем, наверное. Ну да. Полным ходом был бы в роднях. Может быть, прошел бы, а так нет. Так что пошел я за лодкой. Так, пешком у меня ничего не получилось пройти. На лодке заплыл в кусты. Вот такие, вокруг вода. Кусты, вода. Поднял 2 черков, пока доплыл сюда. И одну цаплю. Цаплю я не стреляю, ее можно было, она потихоньку пока взлетела против ветра, развернулась, ушла. Черки как пули ушли. И одна утка или кряква, или шилохвость пролетела над кустами здесь, одиночка. И все, пока ничего не было. До темноты у меня остается минут 15-20. Ждем. Кряква.
покрякала. Может, кружок даст. Дразнилась и укрякала, куда-то улетела. Ну и ладно. Значит, не моя. Значит, не удалось мне сегодня охоту открыть. Видимость 0. Пора собираться домой. Охоту мы сегодня не открыли, но послушали зато кряканье утки и видели уток. Конечно, немного, ни одной летающей утки, ни одной стайки, но все же я видел утку, слышал. И ладненько. Придет время, мы обязательно добудем. Ну а пока всем до свидания и до завтрашней проверки. Завтра иду на сенокос, то есть на сеносгреб. У брата скосили сено. Завтра едем сгребать, но вечерком поедем проверять продольники. 3 продольника пробных, разведочных поставили сегодня. Так что будем надеяться на улов. До завтра, друзья. И до встречи на канале Коми Рыбак.